Мы в этом году в январе месяце встретились с историками, с краеведами, учеными, которые выразили свои предложения, желание заниматься просветительской работой с тем, чтобы в юбилейный год, год столетия автономии нашей республики, была усилена работа как со стороны общественности, так и со стороны государства по сохранению, развитию, распространению истории нашего края поколениям нынешним и будущим поколениям. И в рамках этого мы наметили достаточно много интересных проектов. Ну, во-первых, в прошлом году по поручению главы республики Арсения Сергеевича работала редакционная комиссия по изданию научного труда «История Якутии» в 3 томах. Этот научный труд признан уже научным сообществом самым значимым проектом столетия СССР и значимым проектом в рамках работы Сибирского отделения Российской академии наук. И очень хорошо восприняли данную работу жители нашей республики, и по поручению главы республики Арсения Сергеевича сегодня каждая школа, у нас школ в республике 649, должны быть обеспечены экземплярами трехтонного научного труда. Кроме того, получат экземпляры и библиотеки районные, и электронные версии будут доступны для всех жителей республики. Они уже доступны на сайте столетия СССР. Во-вторых, глава республики в день родного языка 13 февраля дал публичное поручение системе образования работать с образовательной системой для того, чтобы увеличить количество часов в школах по преподаванию истории Якутии. И с этой целью сегодня специалисты Министерства образования и Института образования работают над составлением рабочей программы, рабочего плана для того, чтобы прописать там, в каких количествах, в каких классах, какие периоды истории преподавать, каким образом. И эта рабочая программа, она завершится в этом году, к началу нового учебного года. Каждая школа получит эти учебные планы, и, соответственно, это внесет большой вклад в обучение наших детей истории Якутии. Ну, в-третьих, мы работаем сейчас над проектом по инициативе вот этого музея, где мы находимся, в России, моя история, над тем, чтобы создать дополнительные павильоны, рассказывающие об истории Якутии. Мультимедийные проекты, рассказывающие и детям школьного возраста, и взрослым людям о значимых событиях истории Якутии. Это будет сильно очень интересно и значимо в год столетия СССР. Также я бы хотел отметить, что мы с прошлого года начали массово делать документальные фильмы, посвященные истории Якутии, посвященные о тех или иных событиях, посвященные о тех или иных личностях, руководителях, которые стояли у истоков создания якутской государственности, которые вносили свой вклад в развитие и экономики, и социальной сферы нашей республики. Эти ролики, не ролики, а документальные фильмы полноценные сегодня уже идут на каналах МВК Саха, и большая часть из них уже выйдет к 27 апреля, ко дню государственности республики, и будет доступна для широкого круга. У нас действует отдельная государственная программа сохранения и развития государственных и официальных языков. Она начала работать с прошлого года с финансированием из бюджета республики. В прошлом году большая часть была посвящена именно изданию учебников. Учебников для школ по родным языкам, по якутскому языку и литературе, по языкам коренных малочисленных народов. А в этом году мы расширили сферу действия этой государственной программы и включили в том числе проект, о котором вы говорите, об обучении населения, жителей республики, которые желают познать, либо расширить свое знание родных языков. И мы организуем в текущем году такие курсы. Они будут и в очном формате, и в формате дистанционном. И будем обучать всех желающих жителей, в том числе наших якутян, которые проживают за пределами нашей республики, за пределами нашей страны, обучать родному языку. И во-вторых,
Мы занялись сегодня, в текущем году, достаточно серьезно вопросами популяризации знания родных языков. Для этого также выпустили ролики, социальные ролики, которые сегодня крутятся на каналах МВК Саха и в социальных сетях, где просто доводится простыми, доступными словами необходимость, практичность, значимость знания своего родного языка. Я думаю, что только при условии, если каждый житель, каждый носитель языка, каждый желающий будет ценить свой родной язык, свое знание своего языка, то тогда все усилия и меры будут эффективны.